За 3 года в Ингушетии в рамках федеральных и региональных программ приведено в нормативное состояние около 250 километров дорог, как в городах, так и в сельских поселениях. Глава Ингушетии ставит перед Минавтодором важную задачу – создать в республике удобства для автолюбителей и пешеходов, качественно проложить все дороги, а самое главное – укладываться в сроки. За 3 года в Ингушетии значительно улучшилась дорожная инфраструктура. Полностью приведены в нормативное состояние около 70 дорожных объектов. Реконструкция коснулась Магаса, Назрани, Сунджи, Малгобека, Карабулака. Отреконструированы и построены такие дороги, как Назрань-Малгобек, Нижний Курб-Терек, Изядика-Вют, Горогорск, Таргим-Чми и Кажево-Магас, Сагапши-Малгобек. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова в 2020 году впервые была проведена долгожданная для жителей реконструкция автодороги Малгобек-Вежери-Юрт протяженностью 12 километров. Дорогу построили за 3 месяца и торжественно открыли в августе 2020 года. Вот в последние годы действительно стало заметно, что наши дороги улучшились. Мы реагируем на просьбы жителей. Помимо этого нам дает поручение и глава республики Махмуд Али Калиматов. Например, по поручению главы республики мы завершили такие крупные участки, включив их в нацпроект. Это была дорога Датых, к администрации Датых, там 17 километров протяженность, мы ее сдавали торжественно. Это также крупный объект Зязика-Вюрт, Горогорск, тоже 16 километров протяженность. Помимо этого Малгобек, Вежери-Юрт, который мы сдали еще ранее. К слову, про Датых особое внимание глава республики уделяет отдаленным сельским поселениям, где жизненно необходима качественная дорога. В мае 2022 года состоялось официальное открытие новой дороги в селении Датых. Всего строители проложили 17 километров асфальтированного покрытия. Каждый, кто хотя бы раз ездил в Датых, знает, чего стоило проехать по старой дороге. Местные жители мечтали о таких условиях очень давно. جباش بوغش تاخذ نقبه تاخذ نقبه دال سادول شزباقه دال وسخول دال خياه يلزباقه تاخذ يرتخون دوق صوت اون ما بيواغواج هارني ديختاوا چوقچ يرتواغچو اونق حواچو اون خمبي بيزش باقنا ابيلت تو موجز دوچخان توليلوچخان ياتري اقلو تاخن ديختاغ توغز تا خيار قايوا وقت بيساق زكتوعش توم خم تون دهاز هال كمباني شولح كمباني توم بولش استسبحن دوز دارديان دينا حدواش دوخش حش داشت يشواتش داشت دوتش موتجز نيشني خلوجا اجاي но остагана окашара то паргатуе. В прошлом году Минавтодор Ингушетии первым по России реализовал национальный проект «Безопасные и качественные дороги» с кассовым исполнением в 100%. За 3 года благодаря нацпроекту в республике отремонтировано более 40 дорожных артерий. В 2022 году с опережением графика приведены в нормативное состояние 13 объектов дорожной инфраструктуры, в том числе 2 мостовых сооружения общей протяженностью более 17 километров. Общее финансирование составило 422 миллиона рублей, 120 из которых средства федерального бюджета. Республика 3-й год подряд занимает ведущее место по качеству и темпам проделанной работы. Я честно скажу вам, что занимать 3 года подряд первое место в России по строительству, ремонту дорог, это дорого стоит. Вы смогли, во-первых, это доверие к министерству, доверили к республике. И ваше министерство нигде не подвело. Самое главное, что мы это делаем для жителей, для удобства жителей. Представь себе, вот когда взять там Вежери или Датых, когда скорая помощь ехала по час-полтора, там, больного человека возила. И вы представляете, какое спасибо каждый раз вам говорят об этом. Современное освещение, пешеходные дорожки, разметки, бордюры и не только. Важную для Малгобека дорогу открыли по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Улица Херсонская позволила разгрузить главную центральную магистраль в городе воинской славы. Жители масштабного ремонта ждали давно. Разбитая дорога была, ямы кругом, лужи, грязь. Невозможно было проехать. Машины гробили люди, и город пачкали. А сейчас одно удовольствие. Эрнек туаби дагдигачуна, оз хамелхигачуна,
Диария сказал, он я очень разгрузить театр город, иначе невозможно было. Особенно в праздничные дни. Все забито, заехать в город невозможно было. Анза аппарат хоздик диктуабянер был. Много планов на текущие и последующие годы. В Ингушетии идет реконструкция мостовых сооружений. Строительная работа проводится качественно и с соблюдением всех стандартов. Многие переправы нуждались в масштабном капитальном ремонте. Перильное ограждение, пешеходные дорожки, накладные детали не только. До 2025 года по нацпроекту в республике сдадут 2 автомобильных моста. Были достигнуты все соответствующие показатели. Мы уменьшили места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Мы привели в нормативное состояние региональные трассы. Мы привели в нормативное состояние сеть агломерации Магас и Назрань. А также мы впервые реализуем мостовые сооружения. Как вы заметили, жители, мы реализуем большой мост в Икажево, который протяженностью 90 метров. В этом году мы сдаем мост в Карабулаке, который начат, и там идет реконструкция. В прошлом году мы сдавали мост в Сунже по улице Грозинской. У нас было торжественное открытие с участием главы. Жители республики радуются изменениям в дорожной инфраструктуре. К примеру, мост через реку Сунжа на автодороге трасса Кавказ-Карабулак Гайрбек-Юрт особенно нуждался в ремонте. Нормативное состояние в этом году приведут опорную дорожную сеть. Это те маршруты, которые связываются с центральными городами республики. Это участок Назрань, Малгобек, Нижний Курб-Терек и дорога Алхасты-Галашки протяженностью 11 километров. Большая работа проводится в Назране и в столице республики. В этом году также задут важные дорожные объекты. Мы завершили улицы в Назране, это восточная, центральная, досрочно. Сдаем уже в ближайшее время, будем сдавать Картоево и Сулейменово. Там ударными темпами у нас ведутся работы. Мы сдали дорогу Гайрбек-Юрт, Карабулак-Гайрбек-Юрт. Это участок был у нас в сторону Очилков. В рамках второго этапа мы тоже завершили данную дорогу. Также в рамках нацпроекта у нас начата улица Горчханова в Магасе. Там уже фрезерование пошло. В ближайшее время мы будем начинать укладку асфальтобетонного покрытия. Сейчас там меняют бордюры. Минавтодор и дальше намерен строго по плану ремонтировать дороги и занимать лидирующие позиции в рейтинге качественного исполнения национального проекта. Рина Цычоева, Джамалил Сутыгов. Новости 24.